В соответствии со статьей 141 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, каждый гражданин имеет право устно или письменно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении. Есть одно «но». Время от времени в органы внутренних дел поступают ложные доносы о преступлениях, отнимающие время, силы и средства, направленные на раскрытие несуществующих преступлений. Граждане, сообщившие о якобы совершенном преступлении, при этом заранее зная, что никакого противоправного деяния против них не совершалось, привлекаются к уголовной ответственности по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации. В Туве одним из поводов для ложного сообщения в последнее время стала потеря сотового телефона. Причины для этого разные. Страх наказания за утерю дорогого телефона, желание убыстрить его поиск и так далее. Ваше желание найти телефон путем ложных данных в полицию может привести к уголовному наказанию. Так, в полицию Кызыла поступило заявление от местной жительницы о том, что ранее в центре города у нее отобрали рюкзак, в котором находились телефон и деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело. Однако в ходе расследования сотрудниками полиции было установлено, что сведения, изложенные в заявлении женщины, не подтвердились. Выяснилось, что 8 июля заявительница в состоянии алкогольного опьянения сама потеряла рюкзак, в котором находились ее телефон и кошелек. Женщина призналась, что написала ложное заявление в полицию, потому что боялась признаться о своем поведении супругу. Простите меня, пожалуйста, что я вела вас в заблуждение. На самом деле телефон я потеряла по своей вине. Испугалась, что муж будет ругаться. Другая, якобы потерпевшая, сообщила в полицию, что у нее украли телефон Samsung в маршрутке. В ходе проверки сообщения полицейские уличили заявительницу во лжи. Женщина призналась, что телефона она действительно лишилась, только утеряв его в алкогольном опьянении. За заведомо ложный донос предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет. Ложный донос с обвинением лица в тяжком или особо тяжком преступлении влечет штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет. Прежде чем обвинять виртуальное лицо в совершении преступления и дестабилизировать тем самым работу правоохранительных органов, лучше 100 раз подумать, стоит ли это делать. Ложный донос – это уголовная ответственность. Сайгын Бербюк, Кузел Царь Сырен, Тува 24.